В прямом эфире тема нашего сегодняшнего разговора – астраханские татары, история и современность. И все сегодняшние гости в той или иной степени связаны с историей и современной жизнью астраханских татар, и с удовольствием я их представляю. Раил Равилович Фахрудинов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений КФУ. Добрый вечер. Марина Маратовна Имашева, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана Института международных отношений Казанского федерального университета. Сулейман Туктарович Рахимов, руководитель Центра исламского наследия Болгрской исламской академии, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Также сегодня с нами Анвер Ибрагимович Алмаев, председатель татарского общества Дуслых, Астраханская область. Сегодня он гостит в Казани. Он приехал гостем на Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. Рады вас видеть. Давлят Исмагилович Умеров, кандидат культурологии, этнохореограф, педагог, руководитель ансамбля «Мирас», заслуженный работник культуры Татарстана, научный сотрудник ИАЛИ. Марат Гумарович Яхьяев, доцент Казанского государственного института культуры, заслуженный деятель искусств Татарстана. Рады вас видеть. С нами на интернет-связи Муслим Хазрат Юнусов, имам наиб Белой мечети Астрахани, преподаватель Астраханского исламского колледжа. И Рушания Абдрахмановна Муратшина, учитель татарского языка и литературы Аксубаевской школы номер 3. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прошу всех участников программы соблюдать корректность высказываний, избегать оскорблений. Иначе на правах ведущей я могу попросить отключить микрофон или даже попросить покинуть вас ток-шоу. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Нас также можно сейчас смотреть в прямом эфире в группе ТНВ ВКонтакте и на YouTube. Эксперты могут выражать сегодня свою точку зрения кнопками на пульте. Красный категорически не согласен, зеленый согласен, белый отношусь нейтрально к позиции другого эксперта, участника нашей программы. И пока гости осваиваются с кнопками, подведу итоги голосования на наших интернет-ресурсах. Мы задали нашей аудитории ТНВ в социальных сетях вопрос: что вы знаете об астраханских татарах? Это этно-территориальная группа татарского народа со своим диалектом. Так ответили 32% проголосовавших. 1% респондентов посчитали, что астраханские татары – это отдельный этнос. И 64%, это большинство, считают, что не нужно делить. Татары – это единый народ. Зрители также включаются в голосование. Варианты ответов и вопросов вы видите на экране. В конце программы подведем итоги. Ну что, начнем, наверное, с того, что в Астрахани, до сих пор не утихают споры об установке памятника в городе Ивану Грозному. Остроту татарскому вопросу придает и предстоящая всероссийская перепись населения. И вот в начале программы все-таки хотела привести слова Владимира Путина. Президента страны 30 марта на заседании Совета по межнациональным отношениям он заявил: корректировка этнического состава в угоду политическим интересам недопустима. Предлагаю нашим экспертам посмотреть еще раз и вспомнить. Для огромной многонациональной России принципиальное, решающее, можно сказать, значение имеет солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее и за будущее. То, что принято называть общероссийской идентичностью, гражданским самосознанием. Внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия максимально деликатными, тактичными, корректными. Это важно и в связи с предстоящей всероссийской переписью населения. Эта картина должна быть абсолютно объективно. Я прошу Федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительные соблюдения конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности. Жестко пресекать здесь любые попытки давления, тем более дискриминации по этническим признакам. Деление на чужих и своих, на лучшие – это не лучший пример для подрастающих поколений. Ну что, с этими словами действительно не поспоришь. Я думаю, эксперты все абсолютно согласны. Но вот почему же все-таки астраханские татары становятся иногда, стали объектом воздействия, скажем так, неких политтехнологов, как мы говорим, журналисты, о чем говорят очень много и историки, и общественные деятели. Вот в чем суть противоречия? Но чтобы разобраться в этом вопросе, я предлагаю для начала вообще понять, что такое, кто такие астраханские татары, историю, погрузиться в историю. Наверное, Марина Маратовна сама, приехавшая, но, правда, давно уже из Астраханской области, нам расскажет. Итак, что такое астраханские, кто такие астраханские татары?
Ну, это этнотерриториальная группа татарской нации, которая сложилась на территории Астраханской губернии, так скажем, или бывшего даже Астраханского ханства. То есть, когда распалась Золотая Орда, образовались ханства, образовалось Астраханское ханство, было Астраханское ханство. Эти территории в середине XVI века вошли в состав российского государства. И понятно, что местное татарское население, оно местное, да, и сегодня вот одна из групп в составе тех, кого мы называем астраханскими татарами, юртовские татары, это самая большая в численном отношении группа, являются потомками вот этого населения Астраханского ханства. Они живут компактно в селах, прилегающих к Астрахани, и, собственно, в составе вот астраханских татар численно это вот самая большая группа. Вторая группа – это нагаи, карагаши, которые появились в пределах Астраханской губернии в 70-е, 80-е годы 18 века. Вот в 1989 году праздновали 200 лет со времени основания Сидовки. Это вот главное село Карагашей. Ну и с конца 18 тоже века, весь 19 век, можно с уверенностью говорить, весь 20 век, в Астраханскую область, губернию переселялись татары средневолжских и приуральских губерний, областей, республик. И, собственно, это третий компонент в составе вот этого этноса. В советский период, в переписях советских, все записывались астраханскими татарами. И вот последняя советская перепись 1989 года зафиксировала 70-80 тысяч астраханских татар, третий по численности этнос. Но сейчас также остается третий по численности. Но хотя численно уступает, и позиции тоже в процентном отношении тоже уступают. То есть первое место русские, второе место казахи, и третье место вот татары. Сейчас примерно 6% населения после переписи 2010-го. Тогда было 8%, да, теперь 6%, да, процентов. Чем вызвано? Это вызвано тем, что вот с конца 80-х годов идет очень активная агитация, так скажем, среди астраханских татар. Прежде всего, объектом этой агитации стали карагаши. Теперь активно работают вот эти люди среди юртовских татар и агитируют менять идентичность татарской на нагайскую. 6-7 тысяч записались нагайцами, это карагаши в основном. И где-то, 3 тысячи, может быть, 3,5 тысячи человек, считают себя юртовцы, идентифицируют, какие-то сомнения есть, да. Причем я знаю людей, которые в одной переписи указали себе, мне лично признавались, что вот мы там были нагаями записывались, а потом вот мы все-таки поняли, что мы татары. Вот. Ну и плюс очень сложная ситуация социально-экономическая в регионе, еще и массовая миграция из региона. То есть люди уезжают, работы нет, низкие зарплаты, я думаю, для этого не секрет. Еще одним показателем, что люди себя считали единым целым, да, вот астраханскими татарами, это то, что когда началось национальное возрождение в регионе, в конце 80-х годов, вот Анвер Ибрагимович, не даст мне соврать, было же создано всеми группами общества дуслык татарской культуры. А потом уже началось вот это деление, появилось нагайское общество Берлик, то есть изначально никаких сомнений не было у людей. Почему они появились и как, Сулейман Туктарович, вот есть что добавить? Сомнения? Давайте я немножечко, может быть, в историю спущусь. Вот я приведу слова немецкого ученого-этнографа Самуэля Гмелина. Он побывал в Астрахани в 1761 году, в 1969 году издали. Он пишет, что после взятия Астрахани их стали называть ясашными татарами. Потому что царь Иван Грозный по взятии Астрахани всех от хана Мурсы черных людей, оставшихся в Астрахани, в свое рабство принял. Их удобно разделяются на юртовских и кочевых. Юртовские суть такие татары, кое имеют свое постоянное место жительства здесь. А кочевые по подобию Орды кочуют, и их князья послушны России. Юртовские татары означает местные татары в первом значении. Но в тюркских языках юрт – это дом. Конечно. А в первом значении это означает человек, привязанный к данному месту. То есть это местные татары. Они подчеркивают и Гмелин, и самым первым, кто попытался администрировать
местное население, был Василий Татищев. Он был губернатором 4 почти года в Астрахани. И незадолго до своего отзыва, буквально за неделю, на 11 ноября 1945 года, пишет секретную записку, мнение тайного советника Татищева направляет наверх, где предлагает вот определенные методы, как удержать население. А почему так получилось? Потому что население стало мигрировать. Кочевые стали уходить, юртовские тоже семьями стали уезжать, в Крым в основном. А это фискальное, то есть ясака нет, подати не поступает, границы были оголены. И вот он пишет такое беспокойство. Вот первым, и он называет, что при Борисе Годунове, это начало 16 века, начало 17 века, при Борисе Годунове было 25 тысяч семей записано в Астрахани и в окрестностях. Потом при генеральной ревизии в 1715-м их уже регистрируют 12 тысяч, то есть уменьшается. А в середине 18 века их уже 2000 семей. То есть там серьезная убыль населения. Кочевые – это ненадежные. Это вот так называемые это нагайские племена. Они приходят, уходят. Они в аманат отдают своих детей. И на этом их держат. Это был оселок. Как только им что-то не устраивает, они уходят. А основная часть – это юртовское население. Татары. Это юртовские татары. И в своей сути это население Ногайской Орды, первоначальной Ногайской Орды. Это потомки средневековых ногайцев. Но это совершенно не те ногайцы, которые живут сегодня на Кавказе. Это совсем другое. Хорошо, Сулейман Токтарович, мы продолжим. И все, извините меня, пожалуйста, но мы сейчас прервемся на рекламу и буквально через минуту включимся снова в студию. Татарстан اليوم ترحب بالعالم. Чем известен Татарстан за пределами республики? С какими странами и регионами сложились самые теплые и продуктивные отношения? И почему всегда побеждает дружба? Об этом и многом другом в авторской программе Дины Газалеевой на телеканале ТНВ. Татарстан Тудей. Открытый миру. В среду на ТНВ. Марийцы-умельцы искусством богаты. Лишь только над Волгой их песнь зазвучит, становится сердце, как птица, крылатым, в рассветное небо взлететь норовит. Максим Емельянов. Красивый, вкусный бутерброд на завтрак перед школой. Нам мама утром подает, чтобы был весь день веселый. В Находке колбаса краковская Буженинов 139 рублей. Сыр российский 389 рублей за килограмм. Срок акции по 4 апреля 2021 года. Подробности у продавцов. В детстве каждый выбирает свою дорогу жизни. И именно от этого выбора во многом зависит судьба человека. Главное – стать на правильный и безопасный путь. Всем миром в Божий ряд мы встанем, ведь дети солнца наш народ. Всем солнце свет дарить мы станем. Мир славит наш чувашский род. Раиса Сарби. Итак, ток-шоу «Точка опоры» в прямом эфире на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Тема сегодняшнего разговора – астраханские татары, история и современность. Сейчас, я думаю, мы немножко переключимся на интернет-связь. Одним из главных маркеров идентичности, о чем мы всегда говорим в наших программах, является язык народа. Вот если свой диалект у астраханских татар, я сейчас хочу вот окончательно узнать, да, кто они такие. Я предлагаю спросить как раз у преподавателя татарского языка, уроженки Астраханской области Рушения Абдрахмановны. Рушения Абдрахмановны, что особенного, что интересного, насколько этот диалект отличается от того, что мы знаем? Что я могу сказать? Язык, да, язык астраханских татар, он на самом деле отличается, есть свои особенности. Когда в 1992 году я поступила в Казанский государственный университет, я поступила на отделение татарской филологии. Скажу так, что меня все понимали, и я всех понимала, несмотря на то, что я говорила немножко не так.
У нас язык – это такое существо, скажем так, оно живое, оно имеет свойство меняться, расти и развиваться. К сожалению, язык может и умереть. Вот у нас в Астрахани, по моему мнению, сохранился еще тот язык, на котором еще писал Гавла Тукай и Гаяз Исхакый. То есть морфологическая форма мага-мага. Вот, если сейчас я скажу, все поймут, мы сейчас говорим барырга, вот на татарском литературном языке. У нас в Астрахани мы говорим бармага кильмага. То есть сохранилась старая форма языка. Естественно, есть отличия и в лексикологии. Естественно, нас окружают наши соседи, казахи, нагайцы, дагестанцы. То есть язык претерпевает какие-то изменения, и не то, что меняется, а язык, он, как скажем так, мы используем язык и своих соседей, то есть и в итоге они превращаются в наши языки. Когда я училась в университете, у меня дипломным руководителем курсовых была Флёр Садриевна Софиулина, вот всегда говорила, что нельзя лишать языка диалекта. Диалект только обогащает наш язык. И когда докапываешься вот такие слова, вот у нас в Астрахани есть такое слово «низат», «зат», то есть нет такого вопроса «нерсе», как в литературном языке, да, вот. И у нас всегда вот мы при встрече со своими земляками так и разговариваем. Низат, нихаль, ну вот, то есть это особенность нашего языка. Очень много слов, когда начинаешь копать, то получается, оказывается, они, как утверждают некоторые, не нагайские слова совершенно, да, а происхождение персидское, происхождение турецкое. То есть отличие нашего диалекта есть и в фонетике, и в морфологии, но это не столь так значительно, что там нельзя понять. Мы понимаем друг друга. У меня муж из Татарстана, приезжая к нам, он нас понимает. Даже сейчас вот я звоню к своим родственникам, у меня как будто кнопка переключается, я начинаю говорить на астраханском диалекте. То есть я его не забываю. А при встрече со своими земляками мы тоже стараемся разговаривать именно на своем диалекте. То есть хорошо, он большое, также красив. Да. Прекрасно, спасибо большое. Муслим Хазрат, да, добавить вы хотите? Да, слушаем вас. Да. Я бы вот, когда мы говорим, вот сейчас часто употребляем астраханский диалект, астраханские татары, но вот я не очень принимаю вот эту вот фразу, как астраханские, казанские и прочее. Мы порой сами провоцируем этномиссионеров, которые пытаются разбить нашу нацию на разные группы вот этими вот фразами: астраханские, казанские, еще какие-то татары. Потому что если бы много выходит передач про население Смоленска, про население Ивангорода и прочих, и никогда не называют смоленские русские, новгородские русские, всегда говорят просто русские. Поэтому нам бы стоило бы отказаться от такой формулировки, как астраханский или казанский татар, и употреблять формулу татары Астрахани, татары Казани. Хорошее предложение. Мне кажется, поддерживают, да? Поддерживают эксперты? Вот. И сегодня астраханские татары, идентичность национальная астраханских татар, она еще ведь, она непростая, потому что мы здесь, как вообще татарская нация — это многослойный пирог, причем эта многослойность, она как горизонтальна, так и вертикальна. И если из нее пытаться вытащить какую-то часть, то это разрушит полностью целостность. Поэтому мы и так переживаем за эти процессы. А я как религиозный деятель вдвойне, наверное, потому что это обязательно приведет к раздору, к фитне, как говорят у мусульман, внутри мусульманского народа, в данном случае татарского народа. К сожалению, в Астрахани к этому процессу подключились и некоторые религиозные деятели, которые, ну вот, в общем, скажем так, карагашского происхождения, они вот поддались вот этому явлению и, собственно говоря, встали вот на эту стезю, то есть которая приведет... Да, вы считаете, что идет вот такой процесс, ну, не ликвидации, да, но смены, да, самосознания, идентичности татар в Астрахани. Вот Каждый индивид формирует себя
таким, каким видят его другие. В этом вот социальная обусловленность идентичности. Вот, к примеру, я вот, например, не помню в детстве, чтобы мне мама или папа говорил, что без нугайлар. Такого не было. Без татарлар. Мы татары. И нугай говорят, кстати, другие. Вот другие, именно вот казахи про нас говорят. Они всех татар называют нугай. Все казахи, они видят татары и говорят нугай. И, кстати, вот знаменитый наш Нугай Балиш, который вот у нас есть, да, вот мы наслышаны о нем. Да. Кстати, у нас не говорят так Нугай Балиш, у нас говорят Малиш. Просто Малиш говорят. Такого слова нету. И поскольку вот это, я считаю, что вот это слово нугай, юртовский нугай, такого словочитания нету такого. Есть татары? Да, есть юртовские татары. Как Сулейман Туктарович сказал, я совершенно согласен. Юрт — это вот некоторые ученые в Астрахани путают, говорят, юртовские татары жили в юртах. Да, то есть такая парадигма, которая придумана. И они вот юрт — это слово юрт, татары. На самом деле, конечно, дом. Я считаю, что мы коренные жители Астраханского ханства, потомки Астраханского ханства, от которого мы произошли. Я так считаю. А кому это выгодно? Почему это происходит? Насколько это серьезная действительно проблема? Рай Равилович. Так, ну, я тоже, с вашего позволения, приму участие. Ну, во-первых, я очень рад видеть наших астраханских татар. На самом деле, я здесь хотел бы обратить внимание и своих коллег, и наших телезрителей на то, что сказал глава нашего государства. Это своевременное политическое заявление, государственное заявление о том, что каждый должен определить свою национальность лично сам. Иное вмешательство со стороны государственных структур, со стороны общественных деятелей, оно просто недопустимо. И вот в связи с этим я хотел бы отметить, что, да, с одной стороны, вот мы наблюдаем, и я тоже, будучи в Астрахани, на это обратил внимание, что идет поиск возможностей вот, административного давления с целью изменения идентичности у татар. И речь идет прежде всего о тех татарах, о которых мы сегодня говорим, астраханских татарах. Да, это юртовские татары, это карагаши татары. Здесь, наверное, где-то и это не наша доработка, то, что мы, наверное, как-то более активно должны вот, с ними работать в части культурной нашей деятельности, в части нашей просветительской деятельности. Поэтому проблема, она завтра не закончится. Да, вот, казалось бы, да, многие так рассуждают. А, ничего страшного, вот пройдет перепись. Ну, а вот мы видим, что происходит, да, в Астраханской области. Мы все перепись сейчас сравнили. Было 80, 2002 год 70, 2010 год 60. То есть мы видим вот это падение. Да, к сожалению, да. Марат Гумерович. Когда сам Советский Союз распался, к сожалению, великому, и, значит, стали суверенитеты республик и так далее, наша Астраханская область тоже включилась в этот процесс такой не суверенизации, а как-то вот, идентификации вот такой, да. Я имею в виду татарское население. Вот было создано в 91-м, точно не помню, татарское общество Дуслак. И это был триумвират, и Режепов, Патеев, и еще кто? Измайлов, да. Да. И вот эти люди очень активно за дело вот такой вот какой-то культурной идентификации татар, да, очень активно взялись. И были созданы коллективы, татарские коллективы. Там Рустам Садридинов создал ансамбль инструментальный татарский, Сармульдиев детский, Тельман Сармульдиев детский ансамбль. Там, значит, открывались гимназии татарские. Меня приглашал Сапатиев, тогда вот триумвират приглашал меня преподавать в консерватории Астраханской. Это был такой, да. И
Вот этот процесс вот интеграции вот такой, да, вот он мог, конечно, продолжиться, и вот этого сейчас не хватает, на мой взгляд. Общество-то Дуслык есть, Анвер Ибрагимович? Я просто историю только, да. Да. Не согласен, что было так, сейчас немножко не так. Дело в том, что самосознание татар в Астраханской области, я имею возможность сравнить 40 лет тому назад, сейчас совсем другое. Дело в том, что татары и мы, наше общество, очень много стали делать, чтобы именно развивалось самосознание. Посмотрите, мало кто знал четко, например, историю, как он родился, как он жил, Габдул-Тукай. Мы поставили впервые, может быть, в Российской Федерации, сделали сквер и поставили с помощью президента Республики Татарстан памятник. Открыли, не открыли, а дали имя Габдул-Тукая в школе, где татарские дети учатся 40% примерно. Хорошо, да? Анвер Ибрагимович, нам сейчас нужно прерваться уже на новости Татарстана. Мы продолжим обязательно, потому что у нас сейчас вопросы не только, что было сделано, да, что необходимо сделать дальше и как, да, прежде всего. Мы вот о чем говорим. Я прошу телезрителей не переключаться. Новости Татарстана сейчас, потом да, через 26 минут мы продолжим далее. Итак, ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан и ТНВ «Планета». Тема нашего сегодняшнего разговора – татары в Астрахани, как предложил один из экспертов нашей программы «История и современность». Мы продолжаем обсуждать тему с нашими гостями. Остановились мы на том, что сегодня необходимо сделать в Астраханской области, чтобы с самоидентичностью татар было все на высшем уровне, я не знаю, если так можно сказать. Что необходимо сделать еще? Много сделано, да, общество Дуслык есть. А что впереди? О том, что самосознание татар все-таки увеличивается и здорово увеличивается. И эта перепись покажет, что все-таки ни один татарин не откажется от своей нации и будет записываться как татарин. Почему? Потому что, посмотрите, средства массовой информации говорит сколько о татарах, о достижениях Татарстана, о персонале каких-то, президент Шаймиев, президент Рустам Нургалевич. Да. То есть весь мир татар уже знает. Ну, как какой-нибудь татарин посмеет отказаться от этого? Смотрите, да? Я понимаю, сколько что мы можем работы ведет позитивно на эти конгресс вещи. Татар по этому поводу, да? И зря некоторые То есть вы считаете, что мы зря переживаем? Боятся о том, что зря переживают. Все согласны, мы зря переживаем, все нормально, мы не видим проблем? Раиль Равилович, вот я тоже удивлена, потому что мне кажется, все-таки проблемы, мы же видим даже по годам. Проблемы и есть, иначе мы бы, собственно говоря, это чем и не обсуждали, конечно. Может, обсуждали, может, немножко в другом формате. Проблема, конечно же, существует, и проблема заключается в том, что, понимаете, вот татары дисперсная нация, да, то есть те татары, которые живут в Татарстане, в сопредельных регионах, там, конечно, проблем нет. Естественно, что идентичность, она, и я надеюсь, сохранится, татарской идентичностью. А вот в тех регионах, где татары проживают дисперсно, скажем, на каком-то определенном расстоянии, достаточно длительном расстоянии от Татарстана, то, конечно, такие проблемы возникают, и они и раньше были, они и сегодня возникают, они и завтра будут. И в этом отношении это беспокоит и татарскую интеллигенцию, вполне естественно, и наше научное сообщество. Но и здесь, наверное, все-таки нужна совместная наша деятельность, ведь сами по себе идентичность, она у отдельной локальной этнической группы, этно-территориальной группы, она, конечно, в своей основной массе сохранится,
Но вот попытки изменения этой идентичности, она сегодня, мы это видим, это не секрет, конечно. Мы так много сейчас говорили о нагаи, нагайцы. Простите, вот такой вопрос. Давайте мы можем объяснить, если это возможно, коротко, кто это такие? Есть мнение можно я по Сюмбике, что нагайка, кто в итоге, что это? Во-первых, я сразу хочу сказать, что мы татары очень просвещенная нация, мы татары очень толерантная нация, мы очень дружественная нация. И в этом отношении, конечно, нагайцы, о современных нагайцах идет речь, это для нас братский народ, у нас общие корни. Я хотел бы здесь только оговориться, что сегодня тоже от коллег это прозвучало. Вот средневековые нагайцы. Средневековые нагаи, надо говорить, средневековые нагаи и современные нагайцы, это далеко не одно и то же. У нас общие корни. Дело в том, что вот, допустим, в источниках, сегодня приводили некоторые источники, я долго объяснять не буду, всем будет понятно. Был такой путешественник Сигизмунд Гербенштейн в 16 веке, первой половине 16 века, он дал яркое описание всех этнотерриториальных групп татарского народа. Он пишет, ниже Нижнего Новгорода живут казанские татары. Далее, южнее, живут астраханские татары. И главный город – это город Астрахань, великое татарское торжище. Тут же он упоминает о крымских татарах и пишет, это крымские татары. А далее есть у него интересная фраза. Проживают также другие татары по прозвищу Нагаи. То есть это был суперэтнос, средневековый. И он соседями, а я полагаю, и собственным народом, он воспринимался как татары. Казанские татары, крымские татары, нагайские татары. Причем нагаи, они сыграли на самом деле большую роль в этногенезе казанских татар, крымских татар. Ну, яркий пример вы сами упомянули, это Сюмбике. Сейчас смешно наблюдать, как наши казахские коллеги, тоже братский для нас народ, вот начинают доказывать и спорить с нагайцами, кто такая Сюмбике. Я в связи с этим хочу привести пример Екатерины II. Она по происхождению немка, но она великая российская императрица. И в этом отношении, конечно, она же русская. Тем более в тот период не было, язык-то был один, культура была одна. И Сюмбике, она в Казани оказалась в 1531 году, ей было всего 12 лет. 20 лет она прожила в Казани. Она, конечно, казанская царица. Она наш общий, здесь, она общий наш представитель нашего средневекового татарского народа. Конечно. Хорошо. Спасибо. Все-таки сейчас заговорили о культуре, и мне хочется сейчас посмотреть на некие культурологические нюансы. И я все-таки дойду до нашего гостя сегодня, который не так много еще говорил Давлет Исмагилович. Вот что отличает юртовских татар, татар Астрахани от волжских татар? Что есть необычного в фольклоре, в танцевальном искусстве? Ну, я как этнохореолог хочу сказать, что каждые народные танцевальные фольклорные пляски обусловлены географическим положением. Где народ проживает и с кем он граничит, и это все отражается в культуре. И вот в этом можно проследить генезис традиционных форм, как бы понять семантику происхождения. И вот наши пляски вот, на сегодняшний день в основном сохранились свадебные. Это Акшатыр, Келсы. Очень интересно. И вот они в основном вот, юртовского происхождения и носят оседлый характер, в отличие от карагаши. Карагаши, они более кочевой народ, и поэтому у них и традиции вот такие более кочевые и в фольклоре, но они стали перенимать, карагаши, нагайцы стали перенимать у юртовских татар элементы именно вот эти саз, у нас говорят саз, гармошка, называются сазом. И бубен, вот это традиционные инструменты, которые украшают... Ну покажите тогда уже его. Вот этот бубен, он называется кавал. Кавал. В какой момент, когда его используют? Это как инструмент, я не знаю, в ансамбле, или это отдельно самостоятельный инструмент? Это мини-ансамбль, да, мини-оркестр, как бы гармонист, плюс вот этот кавалши называют нас, да. На свадьбах, когда встречают гостей,
когда идет свадьба, пир, когда поют песни и танцуют. Естественно, вот без этого не обходится, без вот этого инструмента. Кто-то подпеть может? Могу. Так, Марат Гумерович. Так, давайте подпоем. Кроме вот этих танцев, да, есть и свадебные песни, да, вот, гостевые песни у татар, но они имеют корни вот такой. А подойдите к Давлету Исмагиловичу, да, Марат Гумерович, чтобы вас было слышно. Они вот, у юртовских татар, они имеют такие вот средневолжские корни. Например, вот самые такие... Марат Гумерович, вот сюда, да, пожалуйста. Да, вот так, представьте, чтобы вас было видно, да. А вот самые популярные такие гостевые песни, да, вот они напойте, да. поются на мотив Баламишкин. Вот. Урамки да, называется. Урамки, да, он называется. Поем. Ни şekilde geçsiz bezge batmayın şahadingezge. Ni şekilde geçsiz bez batmayın şahadingezge. Kaderle konaksız bezge ni hürmet yitiksizge. Kaderle konaksız bezge ni hürmet yitiksizge. Вот, спасибо. Вот эти песни, чем многие песни. Вот очень понятно. И они встречают его. Они встречают, понятно. Вот Марат так что вот такое Гумерович, проникновение. Да, вот, но вообще в характере танцев астраханских татар, вот, говорят, есть элементы Кавказа. Да, вот. Это нормальное явление, поскольку астраханские татары живут на границе именно с Кавказом. И поэтому это впитывается, вот это взаимовлияние культур называется. Это нормальное явление. То же самое сибирские татары, они живут рядом с хантами, мансами, естественно, у них там переплетается. Все татары, где бы они ни проживали, они впитывают те элементы, которые вот, есть вот, в природно-географическом положении. Вот. Вообще... Вот. Сейчас нужно прерваться на рекламу. Я думаю, будет необычное прерывание на рекламу. Мы буквально включимся через 1 минуту, да. А я тут пока научусь, как стучать барабаны. Или... Чем известен Татарстан за пределами республики? С какими странами и регионами сложились самые теплые и продуктивные отношения? И почему всегда побеждает дружба? Об этом и многом другом в авторской программе Дины Газалеевой на телеканале ТНП. Татарстан Тудей. Открытый миру. В среду на ТНП. Победа сберегает. У нас детишек много. Конечно, экономим. А еще и в качестве уверены. В магазинах «Победа». Колбаса вареная премиум Атяшева 500 грамм 69,90. В Находке вкусные и полезные завтраки для всей семьи. Шарики шоколадные Любятово 89 рублей. Хлопья 4 злака 400 грамм 24,99. Молоко Вкусняев 3,2% 1 литр 54,99 при покупке от 2 штук. Срок акции по 4 апреля 2021 года. Подробности у продавцов. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. И вы скажете: «Я вижу». Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». 202 202 8. Казанский федеральный университет совместно с комиссией при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка проводит бесплатные курсы татарского языка для всех желающих. Курсы будут проходить в Казани, Елабуге и Набережных Челнах с февраля по май 2021 года. Более подробную информацию можно получить на сайте Казанского федерального университета. 0+. Это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ «Планета». Мы продолжаем. Татары в Астрахани, история и современность. Итак, мы много обсудили, может быть, и немного о культуре поговорили, об общественно-политической, наверное, жизни. Все-таки действительно какой-то, давайте взгляд вот в будущее, если направить. То есть
Что нам нужно сделать для того, чтобы мы, как и ранее, как и 100 лет назад, гордились, да, жизнью, культурой, традициями астраханских татар, юртовских татар, наших татар? Вот что нам нужно сделать для этого? Давайте, то есть была сила, была мощь, да? Нет, все это было, конечно, у нас было. Сейчас Марина Маратовна тоже продолжит. Что надо делать? Мне кажется, надо серьезное внимание обратить на социальные сети. Мы этот ресурс вообще не используем. Да. А у нас молодежь вся там. Старшее поколение, да, она не смотрит. А вот агитация тоже идет через соцсети, да? Да, да, да. В основном это соцсети. То есть вот об этом надо думать. Вот Рушаня сказала о языке. А ведь у нас язык астраханских вот татар, он вообще не изучен. Языковедами он не изучен. То есть вот это как бы большая недоработка научных сил Татарстана на протяжении многих-многих лет. По большому счету, допустим, сибирские татары это хорошо изучены. Ну, была Диляра Гарифовна Тумашева, она как бы была мотором по этой тематике. А что касается вот астраханских, язык не изучен. Она правильно сказала. Ну, я вот знаю турецкий язык, очень много слов, которые местные считают нагайскими, они имеют совершенно турецкое происхождение. Вот это вот все должно быть изучено. Это второй момент. То есть нужно какая-то консолидация сил. И здесь вот в центре ученых, Казани, историков, да. общественности. Вы же сказали, что да, 100 лет назад другая ситуация была, совсем другая. Астрахань была одним из центров татарской культуры. Как и Казань, как и Оренбург, как и Уфа. А сейчас мы можем так сказать? Сейчас мы не сможем так сказать. Сейчас мы так сказать не хотят сможем. Вопрос. 100... Так, сейчас Марина Маратовна договорит, да, Муслим Хазрат, и к вам. 100 лет назад, действительно, по численности татарского населения Астрахань была на втором месте после Казани. Это была крупная городская татарская община. Это был центр культуры со своим сложившимся стилем каменной мечетной архитектуры. Он уникален. Мечети, ну вот в 90-е, нулевые возвращены верующим, реставрированы. Тогда они строились на деньги казанских татар, нижегородских татар, пензенских переселенцев. Но также деньги давали представители. Сегодня нельзя разделить, там 10% дали юртовские, да, но это неправильно. Строили татары всем миром. 100 лет назад воспринимали себя как единое целое. Были созданы культурно-просветительские общества, было создано благотворительное общество, которое изначально называлось «Попечительство о бедных татарах города Астрахани». Потом уже стали называть «О бедных мусульманах города Астрахани». Где это все, Марина Маратовна? Астрахань стала центром периодической печати. То есть здесь издавались газеты, которые имели общетатарское значение. «Идель», «Бургани Тараки», журналы, другие газеты. Были медресе академические, был медресе Низамия, который был в числе лучших джадидских медресе Российской империи. И сегодня непонятно, куда это делось. Там была целая плеяда. Целая плеяда была. Вот чтобы создать центр, то есть его не создашь одним моментом. Ну, по велению, да, его приказа, конечно. Нужны деньги. Нужны мечети, нужны школы, нужна интеллигенция. Это были 1890-е, 1910-е годы, перед революцией. До 17-го года. И еще я хочу сказать, и сегодня есть претензии вот на эту татарскую городскую культуру со стороны вот другого народа, так скажем, который, ну, наверное, в тот период городской культуры не обладал. И главная проблема, я считаю, сегодня, что нет не только специалистов-филологов, самое главное, в крупнейшем тюркском регионе, татарском регионе, ну, плюс казахи еще, да, 160-180 тысяч казахского населения, нет вообще тюркологической школы собственной. Последним выдающимся был Абдрахман Умеров и его ученики. Причем Булат Салеев, его вот ученик, он уехал поднимать историческую науку Узбекистана. А, собственно, в Астрахани нет ничего. Вы попробуйте, найдите в Астрахани специалиста по тюрки, который бы смог изучить наследие, то, которое оставлено вот... То есть, ну, например, такой термин используется. Ну, газета «Идель», она издавалась, естественно, нагайцем, Умеровым, на нагайском языке. Это говорят люди, которые газету не видели. Когда я читаю газету, я понимаю, что литературный вообще язык
уже был не в 20-е годы, он уже в начале века существовал. Идель – чистейшая сегодняшняя вот татарская газета. То же самое другая газета «Бургани Тараки», вот ее изучили специалисты из Ияли, ее издавал азербайджанец этнический. Ну там есть Мустафа турецкие элементы, есть, конечно, но там все равно она чисто татарская. Азербайджанцы же не претендуют, что это азербайджанская газета. Причем Зейнал Абдин Тагиев, миллионер, азербайджанский деньги давал на поднятие этой прессы. Хорошо. Тут никаких претензий нет, а тут вот с другой стороны есть. Хорошо. Муслим Хазрат, да, вам слово, пожалуйста. Да, ну вот то, о чем сейчас говорили коллеги, да, о претензиях, ну надо сказать, ноги-то растут на самом деле не из Астрахани. Все эти претензии исходят в основном от наших соседей с Краснодара, со Ставрополя, частично с КЧР и из Дагестана. В общем-то это оттуда все идет, и они на самом деле необдуманно баламутят воду. А местные уже, к сожалению, некоторые поддаются этому. Многое, Анвер Ибрагимович правильно сказал, многое сделано. Мы с ним много лет друг друга знаем, и я смею надеяться, что питаем друг другу взаимное уважение. С Мариной Маратовной также мы очень давно знакомы. Да, в общем-то, практически со всеми, можно сказать, так или иначе в студии знаком я. Но надо признать, в советское время давали улицы, была улица Тукая, она сейчас есть. Есть улица Мусы Джалили, она и сейчас есть. Была улица Туйбахтина когда-то такая. Но это не спасло нас от угроз, с которыми столкнулся сегодня наш татарский народ в Астрахани. Значит, где-то мы, религиозники татарские, духовенство, богословы, не дорабатываем. Значит, где-то сегодня общественники татарские не дорабатывают. Сегодня мы не являемся пассионариями. Мы утратили сегодня свою пассионарность, я имею в виду о татарах в Астрахани. Правильно Марина Маратовна сказала. Городская культура, мусульманская городская культура, это была у татар. Это татары делали ее. Сегодня мы не являемся таковым народом, к сожалению, как в религиозной части, так и в светской культурной части. Недавно одна общественница татарская такую фразу сказала. Нагайцев стало больше, и какую-то даже цифру вроде как назвала, и сказала, мы должны этим радоваться за нагайцев. Чему радоваться, спросите? Чему? Это то, что у нагайцев рождаемость повысилась, у них из-за этого стала численность больше? Нет, это не поэтому. Это потому, что часть юртовских татар поменяла национальную идентичность на нагайскую. Это радоваться мы должны тому, что в нашем народе сегодня идет брожение, нездоровое брожение. И это говорит татарский общественник. Это тоже проблема. И правильно сказали, что действительно должна вестись работа, большая работа. И эта работа должна помогаться и финансово в том числе. И так как все-таки сегодня крупным татарским центром все-таки является Казань, соответственно, таким вот донором должна выступать Казань. Конечно, все положить на плечи Казани невозможно. Надо находить таких пассионариев на местах здесь, в Астрахани, и в том числе среди религиозной среды, для того, чтобы как-то изменить ситуацию здесь. Хорошо, Муслим Хазрат, да. Муслим Хазрат, вас услышали очень хорошо, очень так практически итоги, наверное, подвел нашей программы, обозначили вот эти проблемы. Сейчас каждый, я предлагаю, чтобы высказался, да, каждый, как сохранить идентичность татар в Астрахани. Вот 3 каких-то ключевых важных шага, наверное, если мы сейчас можем говорить. С меня давайте начнем. Давайте с вас. Я считаю, что надо развивать тюркологическое образование, чтобы не было вот таких ситуаций. Соответственно, проводить больше научных мероприятий и на Астраханской земле. И надо заниматься все-таки просветительством, в том числе и с помощью Всемирного конгресса татар. То есть работа должна вестись населением. К сожалению, на сегодняшний день ничего радужного я не вижу. Спасибо, Анвер Ибрагимович. Идентичность татар – это язык, прежде всего, татарский язык. Вот в каждой семье, правильно, когда-то на съезде Шаймиев сказал, татарам ведь никто не запрещает дома своими детьми разговаривать на татарском языке. Вот надо вот это вот долбить нашим татарам взрослым, чтобы они детьми занимались у себя дома, в квартирах. Семья, язык. Семья, язык в семье, сохранение. Марат Гумарович.
Я закончил давно, ну, в смысле, это на заре своей деятельности, закончил Астраханское культпросветное училище. Я сейчас вот вижу по интернету и так далее, да, там ничего, вот, в училище ничего татарского не осталось, понимаете? Там казачий, казахский и так далее. То есть сама вот эта, какая может быть идентичность без музыкальной культуры, без своего фольклора. Без интеллигенции? Да. Вот, надо вот этим вопросом заниматься очень серьезно в Астраханской области. И для всех это очень важный момент. Хорошо, спасибо, Давлет Исмагилович. Я вот, будучи этнохореологом, ездил в экспедиции, вот, в частности, был в Саратовской области, Волгоградской области, и заметил, что они также разговаривают, точно так же, как астраханские татары, говорят «зет», «не зет». И это говорит о том, что Астраханская губерния, она простиралась, вся Саратовская область и Волгоградская область, она была территорией Астраханского некогда ханства и Астраханской губернии затем. Я, как бы, изучая вот танцы, когда мы собирали фольклор в Астрахани, это было где-то 10, 11 танцев. Когда я приехал в Казань, я познакомился с такими великими учеными, с докторами наук, с искусствоведами. Это Махмуд Нигмедзянов и народный артист Татарстана, который много лет работал и вместе ездил с нашим великим балетмейстером Гай Тагировым в Астрахань. И тут я еще больше обогатил танцы. И что я хочу сказать, что нужно сейчас, на сегодняшний день, нужно все это изучать, сохранять и приумножать, и гордиться. Мы гордимся, что мы являемся частью великого татарского народа. Спасибо. Сулейман Токтарович. Я присоединяюсь к своим коллегам, что здесь сказать. Наследие надо изучать. У нас есть большое наследие, собранное в 50-60-е годы, то есть оно не систематизировано. Но еще раз, я в заключении хотел бы вспомнить самых выдающихся наших деятелей, которые вот являются астраханцами по своему рождению. Здесь об Абдрахмане Умерове уже сказали, о Бекбулате Салиеве Марина Маратовна начала говорить. Но тут можно сказать, что Бекбулат Салиев, да, он получил известность в Средней Азии, он считается первым профессиональным историком среди узбеков. То есть они вот как бы, вот эта вот ситуация. Ну ладно, он так остался в истории, пусть будет так. Наджиб Гасры Мавлюм Бердиев, очень близкий товарищ Аяза Исхаки, нашего классика татарской литературы. Они вместе газету в Москве издают, потом в Петербурге. Это вот чья дочь была показана Заки Валиди. А если... Астрахань вообще невероятное количество дала артистов. Вот у нас единственная Астрахань, чья улица названа, это улица Зайни Султанова. Зайни Султанов – это заслуженный артист РСФСР. То есть нужно, чтобы знали героев, нужно героизировать национальных героев, поднимать забытые имена, да, о чем мы сейчас говорим. Да. Я вот и еще какой шаг, Сулейман Токтарович, заканчиваем программу, потому что что еще? Я понимаю, но я думаю, что надо в ближайшее время нам сесть и сделать мозговой штурм вместе с казанскими учеными. Нужно думать. Потому что надо решать. Ситуация достаточно тревожная там. Да. Хорошо, спасибо. Рушиня Абдрахмановна, да, и вы тоже подытожьте, пожалуйста, потом Рай Равилович продолжит. Да, конечно, семья важная составляющая, но только в семье это будет только бытовой язык. Школа. В школах нужно, в селах, где есть татарские дети, татарское население, обучать татарскому языку. И вот хочу немножко такое сравнение привести. Как яблони в яблонном саду, они все разные. Красные, зеленые, кислые, такие татары. Мы, может быть, все разные, но не перестаем быть татарами. В этом может быть и наша сила в том, что мы все разные. Хочу вот обобщить вот этим. Бигзур Рахман, Рай Равилович, сохранение, да, 3 основных маркеров. С этого, по-моему, начинали передачу. Самосознание, язык и историческая память. И я хотел бы поддержать своих коллег. Необходимо, чтобы научное наше сообщество, казанское, с нашими коллегами, выходцами из Астраханской области, с деятелями культуры, чаще туда выезжали, проводили круглые столы, проводили встречи с теми же юртовскими татарами, карагашами.
И вот это будет наиболее правильный путь. Сила татарской нации в просвещении. Вот она таковой должна оставаться в будущем. Спасибо за такой хороший итог. Вы знаете, зрители были сегодня очень активны в голосовании. И я даже не хочу зачитывать, наверное, первые два варианта ответа, за что голосовали минимальное количество зрителей. 84% дозвонивших телезрителей посчитали, что не нужно делить. Татары – единый народ. Мне кажется, это очень замечательная концовка нашего сегодняшнего ток-шоу «Точка опоры». Мы говорили о том, и телезрители с нами абсолютно согласны. Мы единым. Спасибо всем экспертам, которые были сегодня с нами, тем, кто был в Астрахани, тем, кто сегодня приехал сюда. Это была программа ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан ТВ Планета». Всего доброго, до свидания. Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Авыл эшмәкәрләре